Мы каждый день нажимаем на кнопки в лифте, в телефоне, в машине и вообще везде, где бы мы ни были. Всем привет, это Beyond Curriculum, и сегодня мы с вами поговорим о кнопках. Цели этого урока – это знакомство с понятием кнопки и ее видами, знакомство с понятием стягивающего и подтягивающего резисторов, создание цепи с кнопкой и светодиодом для Arduino, написанием программного кода, применение теоретических знаний на практике. Что нужно знать и уметь? В первую очередь, опять же, необходимы базовые знания программирования, знания электричества на уровне 8-9 класса, умение пользоваться компьютером, знания о платах Arduino и также умение работать со светодиодом, резисторами и макетной платой. Что нам понадобится? Одна тактовая кнопка, одна любая плата Arduino, один резистор 220 Ом, один светодиод, один резистор 10 кОм, провода папа-папа, а также макетная плата. Итак, что же такое кнопка или кнопочный переключатель? На самом деле, кнопка – это самый простой из датчиков. Его также можно назвать датчиком касания. Что же это такое? Когда мы нажимаем кнопку, у нас передается определенный сигнал. Когда мы перестаем на нее нажимать, сигнал перестает передаваться. И на самом деле типов кнопок бывает несколько. Сейчас в презентации вы можете видеть те два типа, которые мы встречаем чаще всего. Например, кнопки-переключатели с фиксацией. Подобные кнопки мы можем видеть в различных сетевых фильтрах. Либо же есть кнопки без фиксации, так называемые тактовые кнопки, которые у нас в телефоне, в лифте и в машине. Кнопки с фиксацией – это такие кнопки, которые мы нажимаем, и после этого они остаются во включенном состоянии, пока мы их не нажмем еще раз. В то время как кнопки без фиксации – это такие кнопки, которые передают сигнал только тогда, когда мы нажимаем на них. И как это устроено на самом деле? На самом деле кнопку можно показать как один провод, который просто разомкнут. И когда мы нажимаем на кнопку, то мы по сути берем и замыкаем этот провод. Нажав на кнопку, вы подаете контроллеру сигнал, который приводит к каким-либо действиям. Включаются светодиоды, испускаются звуки, запускаются моторы, или в целом начинается работа всей системы. Итак, давайте перейдем к практике. Итак, нам понадобится всего лишь два провода. Давайте для начала разберемся о том, что же такое кнопка. Кнопка у нас имеет здесь 4 выхода, но не стоит думать о том, что все эти 4 пины абсолютно разные. На самом деле их всего лишь 2. Как так происходит? На самом деле, если мы посмотрим и возьмем вот эти 2 пина и вот эти 2 пина, то и разберем кнопку, то мы увидим, что на самом деле это все одна дорожка. Ровно та же самая ситуация, что и в макетной плате, когда у нас вот здесь это по сути одна большая дорожка. То есть, неважно, подключим мы провод сюда или сюда, мы по сути подключим все к одной железке. Далее у нас вот эти два, скажем так, канала, они разъединены. И когда мы нажимаем на кнопку, каналы соединяются. Давайте теперь попробуем подключить кнопку. Для этого мы вставляем ее в макетную плату. Прям давим полностью. Затем мы берем один провод, вставляем вот сюда, берем второй провод, вставляем вот сюда, то есть именно в наши ножки. Далее один провод мы вставляем во второй пин и второй провод вставляем в ground. Итак, мы только что подключили нашу кнопку ко второму входу, давайте теперь запрограммируем. В первую очередь нам необходимо создать переменную, которая будет содержать в себе номер порта, к которому мы подключили кнопку. Мы напишем для этого int, назовем переменную button равно 2. После этого нам необходимо в функции voidSetup указать режим работы пина, для этого мы пишем pin mode, затем мы пишем btn и далее. Если со светодиодом, которому плата Arduino по сути отдавала напряжение, мы использовали функцию output, то здесь кнопка у нас будет по сути присылать данные на плату Arduino, поэтому мы будем использовать input. Далее также мы захотим, например, знать, включена у нас кнопка или нет. Сейчас у нас не подключен никакой светодиод к этой кнопке, а значит нам нужно как-то считывать эту информацию и понимать. В Arduino есть определенный монитор порта. Как раз таки здесь его можно видеть. Монитор порта как раз таки выводит все данные, которые мы скажем, но его нужно активировать. Для этого мы пишем serial.begin, затем пишем 9600. Что же такое 9600? И что же такое serial begin?
Serial Begin означает то, что мы начинаем работу последовательного порта. То есть у нас плата Arduino через USB шнур будет передавать к нам в компьютер непосредственно все данные, которые мы будем у нее запрашивать. Также компьютер будет выдавать данные в плату Arduino по тому же USB шнуру. Что же такое 9600? Когда мы начинаем работу функции Begin, мы должны прописать, с какой скоростью у нас будут считываться и посылаться данные в нашу плату. И дело вот в чем. Скорость здесь измеряется не в битах, не в байтах на секунду, как мы это привыкли в случае с интернетом, она измеряется в бодах. Боды — это количество символов в секунду. И это несколько иное, потому что символ на самом деле может состоять не из одного бита, а, например, из 2 или из 3 битов. То есть зависит от самого конкретного символа. Теперь что же мы делаем в void loop? Итак, давайте создадим переменную, которая будет хранить в себе значение нашей кнопки. Напишем int val, сокращенное от value. И сначала сделаем его нулем. Теперь в функции void loop мы будем считывать как раз таки данные с этой кнопки. Для этого напишем val равно. Если в случае со светодиодом мы писали digital write, для того чтобы включить его, выключить, здесь мы будем наоборот считывать данные, поэтому мы напишем digital read. Далее мы здесь используем только один аргумент, который по сути является пином, к которому подключена кнопка. В нашем случае это button. Точка запятой. И теперь мы хотим вывести наше значение кнопки на экран. Для этого мы напишем serial.println. Можно и написать просто print, но тогда у нас все будет писаться в строчку. Println будет писаться в столбик, что более удобно. И затем мы сюда напишем val. Теперь мы готовы загружать программу и смотреть, что происходит. Итак, откроем монитор порта. И что-то странное происходит. По идее, если кнопка нажата, должен быть 1. Если разжата, должен быть 0. Но мы видим здесь и 1, и 0. Нажал, получилось 0. Разжал 1, 0, 1, 0, 1, 0. В чем же дело? На самом деле, то, как мы подключили с вами кнопку, не совсем правильно. И дело вот в чем. По идее, такая конструкция должна работать напрямую, потому что у нас есть определенное напряжение, которое разомкнуто, и нажав кнопку, мы соединяем цепь. И значит все данные должны проходить. Но есть один небольшой нюанс. Провод, который мы используем, играет в качестве антенны. И мы сейчас живем с вами в таком мире, где очень много электромагнитных волн. И провод, как антенна, начинает ловить эти электромагнитные волны, а это и Wi-Fi, это и любая другая связь, например, тот же 4G или 5G, это и наши телефоны, это абсолютно все. И вот эти электромагнитные волны создают в проводе помехи, которые как раз таки принимаются Arduino в качестве напряжения. И Arduino думает, что мы либо включили кнопку, либо выключили. Подобное явление называется дребезгом. Итак, как же нам решить проблему дребезга? Для этого нам необходимо установить подтягивающий или стягивающий резистор. Это подобный резистор, который включен между проводником и питанием, либо между проводником и землей, где питание у нас это 5 вольт, а земля это ground. Подтягивающий резистор необходим для того, чтобы гарантировать на логическом входе, с которым соединен проводник, высокий логический выход, в данном случае 1, либо низкий логический уровень, в данном случае 0. Что же происходит? Подтягивающие и стягивающие резисторы, подтягивающий это тот, который между проводником и сигналом и питанием, а стягивающий это тот, который между проводником и землей. Эти резисторы, по сути, стягивают все эти помехи к себе и нейтрализуют их. Давайте попробуем подключить кнопку с подтягивающим резистором, а затем со стягивающим резистором. Окей, мы только что выяснили, что подобная схема не работоспособна. Что же мы делаем в таком случае? У нас есть два выбора, это подтягивающий и стягивающий резистор. Сейчас мы выполним подключение с подтягивающим резистором. Что нам нужно для этого сделать? Мы оставляем также минус в нашей плате Arduino в граунде. Далее мы берем цифровой порт, переместим вот сюда, повыше, просто ради нашего же удобства. И затем резистор в 10 кОм мы подключим вот сюда и отсюда проведем уже к 5 вольтам. Для этого я возьму, пожалуй, отдельный проводок, вот белый, и проведу его к 5 вольтам. Итак, программа у нас остается абсолютно той же, мы ее никак не переписываем, просто работаем с ней. Как мы можем видеть, сейчас мы подключили подтягивающий резистор, а по сути резистор, который идет на ground. И когда у нас кнопка находится в разжатом состоянии, у нас
выдается значение 0. Как только я нажимаю кнопку, выдается значение 1. Теперь давайте сделаем схему со стягивающим резистором. И вторая схема, это когда мы второй резистор подключаем не к плюсу, а к минусу наоборот. То есть мы плюс выводим сюда, от минуса мы выводим резистор на 10 кОм. И, соответственно, после этого мы подключаем пин именно к той части кнопки, где у нас резистор. То есть вот сюда, на левую. И здесь мы можем наблюдать фундаментальную разницу между стягивающим и подтягивающим резистором. В данном случае, когда кнопка разжата, выходит значение 1. А как только я ее нажимаю, выходит значение 0. Но возникает вопрос. А если я хочу, чтобы когда я нажимал на кнопку, светодиод включился и не выключался, что же я делаю в таком случае? Для этого мы введем еще одну переменную. Назовем ее, к примеру, S. S будет своеобразным счетчиком, также приравняем ее к нулю. Далее сделаем следующее. Мы уже имеем значение val, которое как раз таки передает состояние кнопки. Теперь мы пишем, если val равно, к примеру, нулю или 1, тут зависит от того, какой вы резистор используете, стягивающий или подтягивающий. В моем случае сейчас это будет 0. То есть в состоянии 0 кнопка включена. Если у вас кнопка включена в состоянии 1, здесь нужно будет поставить 1. То в таком случае мы напишем S равно 1 минус S. Что же это такое? Дело вот в чем. Если кнопка включена, в данном случае у нас сначала S равен 0, 1 минус 0 даст нам 1. И тогда уже мы сможем включить светодиод. Если у нас кнопка опять-таки нажимается, 1 минус 1 получается 0, то есть все значения переменной S колеблются между единицей и нулем. После этого мы берем и включаем светодиод по следующему принципу. Digital write. Давайте сюда теперь запишем светодиод. Int LED равен 3, точка с запятой. И также сделаем здесь pin mode LED output. Далее напишем здесь digital write LED. И здесь напишем S. Загружаем. И теперь, как мы можем видеть, когда у нас нажата кнопка, один раз мы ее нажали и больше не держим, светодиод у нас горит. В момент, когда мы еще раз нажали на кнопку, светодиод гореть перестает. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, что же такое кнопки и как их стоит использовать правильно. Как видите, здесь оказались свои нюансы со стягивающим и подтягивающим резисторами. Если вы хотите попробовать все те знания, которые вы сейчас получили на практике, обязательно заходите в американские уголки. Американские уголки есть в 11 городах Казахстана, и в каждом из них вам дадут плату Arduino, а также компьютер, где вы сможете применить все свои идеи в реальность. Также не забывайте заходить на нашу школу, ведь именно там вы сможете пройти все тесты в качестве домашнего задания, для того, чтобы закрепить теоретический материал. Не забывайте рекомендовать этот курс друзьям, писать в комментариях свои рекомендации, а также подписываться и ставить лайки. Всем до скорых встреч!